Доктор Улюмжи Душанович Душан, врач, ученый-этнограф, родился в 1892 году в Иркетеновском Улусе. Работал редактором газеты «Улан-Хальмык» и журнала «Айратские известия». В 1928 году издал работу «Вредные обычаи и суеверия у калмыков и борьба с ними». Написал в 1930-е годы «Обычаи, обряды и традиции калмыков в конце XIX – начале XX века». Центр по развитию калмыцкого языка знакомит вас с некоторыми интересными отрывками из работ доктора Улюмжи Душана, одного из пионеров калмыцкой этнографии. Корова считается животным, которое стремится сделать что-нибудь неприятное, нехорошее людям. И вместе с тем, как говорят калмыки, корова — черно-дурно мыслящее животное. Двойня у коровы, как и у лошадей, считается величайшим несчастьем для ее владельца. Приплод зарывается в землю живьем, а сама корова передается хурулу. Редко калмыки-бедняки оставляют себе как корову, так и одного из телят. Другого закапывают живьем в землю. Двойня у коров — явление довольно-таки частое. Калмыки говорят, что чрезмерно быстрый рост коровы, животного с черными мыслями, должен сыграть печальную роль в жизни хозяина данной коровы. Когда отелится корова, то первые 2-3 дня теленку не дают много сосать. Молоко имеет полужидкую консистенцию. Оно собирается хозяйкой, потом кипятится и раздается всем детям. Прежде чем раздать детям это молоко, хозяйка берет в половнике и обводит теленка с головы до хвоста. При этом она говорит следующие слова: «Если пойдешь на юг, то пусть тебе не встретится на твоем пути ни собак, ни волков. Если пойдешь на север, то не встретится тебе ни воры, ни злоумышленники, и вообще будь многочисленным в своем стаде, хозяину нужным и хорошим животным». Корова, которая мычит больше, чем другие, считается негодным, вредным для хозяина животным, особенно если она мычит ночью. Такую корову отдают хурулу или же при первой возможности продают ее. Считается дурным признаком, если корова стремится подняться на кибитку. Такую корову тоже отдают в хурулу или продают. Если корова, смотря на человека, мычит, то ее бьют и бросают на нее песок, говоря: «Пусть все дурное обратится на тебя», при этом плюют на нее. Коровы черной масти не в почете у калмыков. Считают, что в них есть что-то нечистое. Коровы пепельной масти тоже считаются плохой породой. Когда бывает запор у коровы, то ее лечат следующим образом. Мальчик, сын хозяина, берет плеть и 3 раза гонит ее во всю силу вокруг кибитки, говоря: «Такой-то, называется имя предка, забери запор у коровы», после чего корова остается в покое, а движение перистальника кишечника усиливается, и у животного запор проходит. Корову нельзя бить жидовильником. Почему-то калмыки убеждены, что он вредно влияет на увеличение скота. Точно так же нельзя бить корову камышом. От этого якобы корова станет яловой.